سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Итак, мы с вами продолжаем изучение фикха. На последней встрече, на последнем уроке мы с вами говорили про дополнительные нафиль намазы. И последнее, что мы с вами сказали, это саляту духа, молитва, которая совершается, скажем так, поздним утром, ранним обедом. Условия, время мы с вами сказали. Следующий намаз, дополнительный намаз, это саляту тахаджуд, это ночная добровольная молитва. Или по-другому называется киямуль лейль, выстаивание ночи. И это тоже дополнительный намаз. Совершается этот намаз от 2 до 8 ракаатов. Но в то же время нужно сказать, что лучше каждый день читать по 2 ракаата, чем через день 4. То есть это согласно хадису, что любимые дела перед Аллахом, те дела, которые пусть даже мало, но совершаются постоянно. Но возвращаясь обратно к достоинству тахаджуд намаза, в хадисе подчеркивается «Авдалю салят ба'даль фарида салятуль лейль». Самая лучшая молитва после обязательного – это молитва ночи. И во время совершения этой молитвы, во время совершения этого намаза, молящийся мусульманин что делает? Спокойно удлиняет, то есть делает длинными чтение Корана, делает длинными стояние, саджда, руку. То есть спокойно что делает? Спокойно совершает этот намаз и при этом удлиняет. Не только 3 раза проговаривает «Субхана раббиль азим», «Субхана раббиль а'ля», а это делает 5 раз, 7 раз, 15 раз, 17 раз. И после фатихи читает, допустим, не только какую-то маленькую суру, а читает несколько сур, если он большую суру не знает, либо читает большую суру. И таким образом, что он делает? Таким образом, он спокойно совершает этот намаз и удлиняя этот намаз. Мы с вами уже неоднократно приводили хадис, что к матери правоверных Аиша радхиаллаху анха подошли люди, спросили: «Сифи ляна салята расулилля», опиши нам молитву посланника Аллаха. И она рассказывала, что он делает вот так-то, вот так-то. И про руку, про суджуд она говорила: «Валя тас'алуни ан тулихинна». Не спрашивайте меня о длине, о долготе этих руку, поясных наклонов, вассуджуд и земных поклонов. Следующий дополнительный нафиль намаз, это суннатуль вуду называется, молитва омовения, скажем так. То есть человек совершает омовение, и сразу же после омовения, что он делает? Он совершает намаз 2 ракаата. Допустим, это дома. Но нужно учесть, чтобы это не было время, в котором совершение намаза является порицаемым. Здесь также ученые обращают внимание на то, что если, например, человек пришел в мечеть, и он прямо в мечети, допустим, совершил омовение, и зашел в мечеть и совершил 2 ракаата молитву приветствия мечети. Здесь же, иншаллах, и будет это намаз омовения. Либо человек, допустим, наступило время намаза, к примеру, он находится дома, не попал он в мечеть, он совершил омовение, и он уже, допустим, читает 4 ракаата, то есть 4 ракаата сунны обеденного намаза до фарда. И иншаллах, если он вознамерился, в эти 4 ракаата также будет вознаграждение за 2 ракаата молитвы омовения. Помните, мы с вами про намерение говорили, там упоминали эти моменты. Следующий намаз — это тахиятуль масджид, молитва приветствия мечети обычно называют, либо же просто называют иногда молитва мечети. Это 2 ракаата. Кстати, намаз омовения тоже 2 ракаата. Значит, молитва приветствия мечети 2 ракаата, и совершается тогда, когда человек зашел в мечеть, допустим, зашел он туда, допустим, не для намаза, к примеру, либо же он зашел туда до наступления времени намаза,
Либо же он зашел туда, уже время намаза наступило, но после азана, допустим, выжидается некоторое время, 5 минут, 10 минут, как это принято, допустим, в арабских странах, чтобы люди успели собраться в мечеть на намаз и также могли совершить 2 раката, молитву приветствия мечети. И даже может быть так, что несколько намазов воссоединится в одно. Допустим, он пришел в мечеть, до входа в мечеть он совершил омовение, вошел в мечеть, наступило время намаза. Что он делает? И он читает намаз фард, к примеру, либо сунну читает. И вот 3 намаза, инша Аллах, милость Аллаха, она широка. Поэтому в этом случае несколько намазов могут быть в одном намазе. Дальше. Также есть другие намазы, но это уже для самостоятельного изучения. Салятуль истихара называется, об этом мы, в принципе, упоминали. Салятуль истихара, когда человек находится между выбором пойти направо, пойти налево, скажем так. И вот салятуль истихара, салят это намаз, истихара это и спрашивание у Аллаха блага. Либо же можно перевести и спрашивание у Аллаха того, в чем больше блага. И человек совершает салятуль истихара. 2 раката. Салятуль хаджа, намаз, который выражает некую такую нужду. Человек совершает намаз и молится Аллаху, взывает к Аллаху искренне, показывает свою беспомощность перед Ним, взывает к Нему с просьбой, чтобы Он удовлетворил его нужду, его потребность. Саляту тасбих, или же намаз тасбих называется, совершается достаточно долго, и для этого нужно большое количество времени, чтобы объяснить, как совершается. Но вы самостоятельно можете это изучить. И все эти намазы являются ат-татавуат, то есть добровольные, дополнительные, и они мандуба, и они в то же время, то есть поощряемые. Да, например, относительно тазбих намаза есть хадис. Одни ученые считали, что этот хадис является достоверным, поэтому на основании хадиса они сказали, что на основании этого достоверного хадиса можно совершать деяние. Другие ученые сказали о том, что этот хадис не является достоверным, но так или иначе, дополнительные нафиль намазы, в основе их ибаха, дозволенность. Даже если хадис в данном случае является недостоверным, некоторые ученые сказали, что это все равно является основанием для совершения того или иного действия. Вот. Дальше. Теперь несколько ахкамов, несколько слов, несколько аспектов по поводу, дополнительных нафиль намазов. Значит, первое. Нафиль намазы, дополнительные намазы, как и фарды, в принципе, почти что ничем не отличаются, за исключением некоторых аспектов. Первый момент какой? Первый момент заключается в том, что во время совершения фард намаза стояние является обязательным. Человек, который в состоянии стоять, совершает фард намаз, допустим, сидя, такой намаз не является действительно, об этом мы с вами долго говорили, когда говорили про столпы намаза. Что касается нафиль намазов, человек, скажем так, даже без причины спокойно может совершить нафиль намаз сидя. Какие ситуации могут быть? Давайте ситуацию возьмем, что вообще никакой причины. То есть человек просто пожелал совершить намаз сидя. Сунну намаз, нафиль намаз. Пожалуйста, пусть это делает. Но в то же время нужно понимать, что пророк алейхи салату сказал, что кто совершит намаз стоя, это лучше. А кто совершит намаз сидя, тому полагается вознаграждение в половину стоящего. Здесь несколько моментов. То есть какие ситуации могут быть, когда человек совершает сидя? Обычно человек без причины не совершает сидя. Одна причина — он устал. У него ноги болят, у него спина болит или что-то еще болит. Он не хочет пропустить сунну, поэтому он спокойно совершает сидя, так ему комфортнее. Это первая причина. Вторая картина, даже не причина, а картина. Например, таравих намаз. Во время Рамадана мы с вами знаем, что совершается таравих намаз, и местами совершается достаточно долго. И человек, если, допустим, весь день он находился на работе, он находился на ногах, он устал, он реально устал, ноги у него ноют, ноги у него болят, у него плоскостопие, там 5-й, 10-й миллион причин может быть. И что? Он, например, выстаивал этот намаз, некоторое количество ракатов выстоял стоя совершил,
но потом он чувствует, все уже, упадок сил, то есть ноги уже болят, ноют уже. Он уже еле-еле концентрируется, но не хочет пропустить. Пожалуйста, не пропускает и спокойно пусть совершает сидя. И пусть спокойно совершает сидя этот намаз. И никто не может ему сделать упрек. Потому что это нафиль намаз, потому что это сунна намаз, потому что это не фард. Потому что это не фард. Но ученые говорят о том, что по поводу утреннего намаза скажу. 2 раката сунны утреннего намаза настолько ценны, что некоторые ученые считали порицаемым совершать этот намаз сидя без причины. Вот. Это касается только утреннего намаза. Сунны утреннего намаза. Дальше. Второй аспект или отличие сунны намаза от фарда. Мы с вами знаем, если человек начинает совершать фард, потом прерывает, то он должен этот намаз совершить, потому что это является фардом обязательным. А что касается сунны, об этом мы с вами на прошлой встрече тоже уже сказали. Если кто-то начал совершать сунну намаз, нафиль намаз, а потом прервал, по причине, без причины, для него становится ваджибом, что сделать? Этот намаз восполнить, совершить. Дальше. Следующий момент. В основе своей, значит, у нас сунны раватиб, мы с вами сказали. Сунны раватиб, сунны, которые идут вместе с фардами. Эти сунны раватиб, которые идут вместе с фардами, будь то днем, будь то ночью, они что делаются? Они читаются, совершаются шепотом. То есть про себя говорим, да? Про себя, шепотом. Когда мы говорим про себя, об этом, в принципе, много сказали. Про себя имеется в виду не в мыслях, а вот шепотом, когда мы сами себя слышим, и наши артикуляционные мышцы находятся в движении. Вот это называется про себя. А когда вот уже слух, я в данный момент говорю слух, вы меня слышите, вот это называется слух. Так вот, сунны раватиб, которые идут вместе с фардами, они совершаются, неважно днем или ночью, они совершаются про себя. А что касается других намазов, нафиль намазов, если они совершаются днем, такие как духа намаз, к примеру, или молитва приветствия мечети, намаз омовения, они днем совершаются про себя, а ночью человек может что сделать? Ночью молящийся может эти нафиль намазы, например, тахаджуд намаз, может спокойно совершать вслух. Если пожелает, конечно же. В основе нафиль намазы совершаются по 2, то есть 2 ракаата. Но некоторые намазы совершаются по 4 сунны, и это, в принципе, не является нарушением, и это не возбраняется. Ученые высказали разные мнения относительно, допустим, возможно, вы видели, что зашли в мечеть, например, на обеденный намаз, и вы увидели человека, который совершает 4 ракаата сунны намаза разом, одним салямем, и, возможно, рядом с ним вы увидели человека, который совершил эти 4 ракаата 2. То есть здесь мнение ученых, разные мнения ученых. Ученые-ханафиты сказали о том, что там приводится хадис, что нафиль намазы мэфне, по 2. Ученые шафииты так и взяли, что по 2. То есть 2 раката, салям, 2 раката, салям, вот таким образом. Ученые-ханафиты сказали, имеется в виду мэфне, в конце 2 раката отделяется чем ат-тахиятим. И в качестве подтверждения своих слов, или более правильно, причиной этих слов является другой хадис, где передается о том, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, совершил 4 раката сунны намаз, ля яфсулю байнахунна. То есть между ними, ля яфсулю байнахунна без салям, между ними он не давал салям. Поэтому есть хадисы, есть мнения. Если вы придерживаете, допустим, мнение шафиитов, то спокойно придерживайте мнение шафиитов. При этом не стоит делать упрек ханафитам. Если вы придерживаете мнение ханафита, пожалуйста, придерживайте мнение ханафита, при этом не делайте упрек шафиитам. Потому что здесь ученые уже все изучили, и эти разногласия остались, и эти разногласия являются не безосновательными. Но самый главный аспект, эти разногласия являются во второстепенных вопросах, а не в основах. Во второстепенных вопросах. Далее. Следующее. Теперь мы с вами переходим к разделу салятуль джамаа. То есть это вот такие салаватуль хасса, особые намазы. И первый из них упоминается, что коллективный намаз. Коллективный намаз.
Значит, давайте поговорим про коллективный намаз. Коллективный намаз является сунна муаккеда, то есть утвержденный сунной, обязательный, обязательно на уровне сунны пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Даже говорится шабихатун биль ваджиб, и очень похоже на ваджиб. Даже было мнение ученых, что это является ваджибом. То есть совершение коллективного намаза, точнее более правильно, совершение намаза коллективно является сунна муаккеда, и есть мнение, что это является ваджибом. Но это касается только мужчин. Женщин это не касается, это касается только мужчин. И что касается коллективного намаза, давайте сразу уясним. Когда мы говорим про коллективный намаз, некоторые люди представляют себе, что это только мечеть, только в мечети. Да, конечно же, совершение коллективного намаза в мечети это великое благо, большое благо, и это лучше. Но если человек проживает в городе, где мечети всего лишь 4, 2, 3, и добираться до мечети слишком проблематично, в этом случае, например, он совершает, что делает? Он совершает дома, либо он совершает на работе, соответственно. Если там несколько мусульман, настоятельно рекомендуется, чтобы они совершали намаз, фард намаз коллективно. Это касается и дома, это касается также и мест, где человек работает, либо посещает, либо что-то еще. Что касается коллективного намаза, то коллективный намаз имеет великое благо, и этот намаз намного лучше. Передается в хадисе: «Салятуль джамаати афдалу мин салати ахадикум вахдаху би хамсатин ва айшрина джуз'ан». Молитва человека коллективно лучше, чем молитва человека, одиночная молитва человека, на 25 частей сказано. А в другом хадисе передается: «Салятуль джамаати афдалу мин салатиль фадди би саб'ин ва айшрина дараджатан». Коллективная молитва лучше одиночной молитвы на 27 степеней. Некоторые имеют в виду, что здесь раз, то есть 27 раз или 25 раз, как в этом хадисе. Некоторые все-таки обращают внимание, что это не раз, а именно степеней. Поэтому, этот хадис так или иначе, что делает, указывает на то, что коллективный намаз является лучшим, чем одиночный намаз. Также передается в другом хадисе: «Салату раджули ма'ар раджули азка мин салатихи вахдаху». То есть молитва человека с другим человеком, то есть когда их двое, лучше, чем его одиночная молитва. «Ва салату раджули ма'ар раджуляйни азка мин салатихи ма'ар раджули». И молитва человека с двумя людьми лучше, чем его молитва с одним человеком. То есть, когда в коллективе 3 человека вместе с имамом, это лучше, когда в коллективе всего лишь 2 человека. وَمَا زَادَ فَهُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. И каждый раз, когда увеличивается, и это лучше, и это любимее перед Аллахом. Дальше. И коллективная молитва в мечети, вот тоже подчеркивается в мечети, также является причиной чего? Причиной прощения грехов, причиной возвышения человека перед Аллахом по уровням. И передается о том, что сподвижники, радаллаху анхум, они постоянно старались совершать намаз коллективно в мечети и оставляли только по весомой причине, по болезни, к примеру. И передается в хадисе: «Саляту раджули фил джамаати тад'уфу ан салатихи фи байтихи ва фи суки хамсан ва ашрина ду'фан». Молитва человека коллективно превосходит его одиночную молитву дома. Так, стоп. Здесь одиночно не говорится. Смотрите, давайте дословно. Молитва человека коллективно превосходит его молитву дома, либо на рынке, то есть в местах работы, на 25 ду'фан раз. На 25 раз. 25 раз. وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ. И это когда человек совершает омовение и совершает омовение наилучшим образом, потом он направляется в мечеть, и он направляется в мечеть только чтобы совершить намаз. В этом случае за каждый шаг, который он делает, он возвышается на уровень, постепенно, на один уровень выше перед Аллахом, и с него прощается, снимается, стирается один грех, одно прегрешение. И فَإِنْ صَلَّ فَلَمْ تَزَلِ مَلَائِكَةُ تُصَلِّ عَلَيْهِ. И когда человек, он если совершил намаз, пошел намаз совершил, то ангелы не перестают взывать к Аллаху за благословение этого человека
до тех пор, пока он человек, этот человек что делает? Совершает намаз. И ангелы говорят: Аллахумма салли алейхи, о Аллах благослови его, Аллаху мархамху, Аллах помилуй его. И человек не перестает быть в намазе, пока он выжидает намаз следующий. Допустим, человек пораньше пошел в мечеть, и он выжидает следующий намаз. Вот это выжидание, ожидание тоже считается как за совершение намаза. Дальше. Теперь давайте мы с вами поговорим про шурутуль имам. Мы с вами знаем, что коллективный намаз может быть только с имамом. То есть имам что делает? Если, допустим, 30, 40, 50, 100 человек собрались, и каждый совершил намаз сам по себе, это не будет считаться коллективным намазом. Коллективный намаз только тогда, когда есть имам. Так вот, условия имама. То есть, кто же может быть имамом? Значит, для действительности следования за имамом, имам должен соответствовать нескольким условиям. Первые два, как бы самые такие простые и понятные, это чтобы он был мусульманином и чтобы он был разумным. Разумным имеется в виду что? Имеется в виду, чтобы он не был одержимым. Третье условие, чтобы он достиг половой зрелости. Четвертое, чтобы он был мужчиной. Пятое, чтобы он правильно читал Коран. Шестое, чтобы не было у него состояния ма'зур, чтобы у него не было простительного состояния, такие как, допустим, недержание мочи, постоянно, допустим, выход крови, например, кровь потечет. Ну, поранился человек, допустим, да, и его рана там кровоточила там, в течение суток или двух суток. В этом случае он не может быть имамом. Так, давайте несколько слов про эти условия. Про то, что мусульманин и то, что он разумный, об этом мы не будем говорить, потому что и так понятно. Здесь про булюг. Булюг — это достижение совершеннолетия, достижение половой зрелости, является условием возложения на человека обязанностей. И человек, который не достиг половой зрелости, мы их называем детьми, хотя дети тоже имеют свой уровень, и мы их называем детьми, по фиху они называются детьми, или же людьми, которые не достигли половой зрелости. Их намаз является нафиль намазом. То есть даже если они совершают фард намаз, это считается как нафиль намаз. Да, за это они, иншаллах, получат вознаграждение. Но человек, который достиг половой зрелости, не может совершать намаз за человеком, который не достиг половой зрелости. Потому что намаз человека, который достиг половой зрелости, его намаз считается фардом, если он, допустим, фард читает в данный момент. А намаз человека, который не достиг совершеннолетия, считается нафилем. Фард сильнее, чем нафиль. Поэтому молитва имама должна быть ровной, такой же, либо сильнее, чем молитва ма'муна, человека, который следует за ним, а не наоборот. Угу. Второе, это то, чтобы имам был мужчиной. Передается в хадисе «Ля та'умманна имраатун раджулян». То есть женщина не может быть имамом для мужчины, даже если это его мама. Даже это если его мама. Третье, то есть чтение Корана должным образом, правильным образом. Если, например, человек читает Коран с ошибками, которые нарушают смысл, в этом случае нарушается намаз. И, соответственно, что? Соответственно, намаз не должен быть нарушен, а для этого нужно, чтобы чтение было правильным, не нарушающим смысл аятов Корана. Третье, то, что мы с вами сказали, четвертое, чтобы человек не находился в простительном состоянии ма'зур, чтобы у него не было действия, чтобы у него не было состояния, которое теоретически является нарушением намаза, но поскольку у него это состояние длится целое время намаза, или, допустим, целые сутки, или постоянно, в этом случае он переходит в состояние ма'зур и совершает омовение тогда, когда наступает время намаза, и совершает намаз, но такой человек не может быть имамом для человека, у которого такого состояния нет. Ну, к примеру, допустим, человека недержание мочи, это обычно бывает уже у людей преклонного возраста, он не может быть
у него, допустим, недержание мочи, он не может быть имамом для человека, у которого отсутствует недержание мочи. Отсутствует. Наоборот, здесь наоборот должно быть. То есть человек, будучи имам, он должен быть салим, то есть здоровым, в том числе вот, по этим критериям. Дальше. Теперь несколько слов, несколько условий относительно действительности следования за имамом. Первое – это намерение. То есть, когда человек приступает к намазу, то есть непосредственно во время преступления к вхождения в намаз, либо же до того, как войти в намаз, до того, как приступить к намазу, человек что делает? Он совершает намерение. В душе, мы с вами говорили про намерение. Он совершает намерение в душе, и он, допустим, намеревается совершить обеденный намаз за имамом. Не один, а именно за имамом. Есть люди, которые не умеют, скажем так, присоединяться к имаму, об этом мы с вами будем говорить, и поэтому они, допустим, если опоздали на намаз, видят уже, имам уже совершает намаз, и они не знают, как присоединиться, они начинают совершать намаз отдельно. То есть у него намерение совершить этот же намаз, но не за имамом. Поэтому, чтобы наш намаз был действительным, мы во время совершения намерений не говорим, а вот определяем внутри, что мы совершаем намаз именно за имамом. Угу. Дальше. А что касается самого имама, вот возникает такой вопрос. Нужно ли, чтобы имам, когда начинал намаз, нужно ли, чтобы он вознамерился быть имамом? Нет, это не обязательно. Но это касается только в том случае, когда он является имамом для мужчин. Что касается, когда он является имамом для женщин, некоторые ученые сказали, что, в частности ханафиты, сказали о том, что чтобы молитва, чтобы мужчина, чтобы имам мог быть имамом для женщин, перед тем, как войти в намаз, он должен вознамериться, что является имамом для женщин. Вот такие аспекты ученые обращали на это внимание. Но, насколько я помню, это связано с тем, чтобы, если женщина присоединяется, чтобы она не нарушила намаз человека, намаз мужчины. Потому что мы с вами знаем, говорили об этом, если женщина подходит прямо непосредственно к мужчине, и встает рядом с ней и совершает тот же намаз, что этот мужчина, это становится причиной нарушения намаза мужчины. Вот, чтобы такого не было, вот эти аспекты ученые как раз рассматривали. Второй момент, чтобы человек, который является ма'мун, то есть джамаат, коллектив, который совершает намаз за имамом, он не должен находиться впереди имама. То есть вот линия, вот минбар, не минбар, михраб, алтарь, скажем так. Там туда встает имам и проводит намаз. И если человек подходит и встает впереди имама, в этом случае его намаз является недействительным. И во внимание берется что? Именно пятка. Ну, допустим, у человека нога, может быть, там 38 размера, к примеру. У второго человека, например, ну, давайте, у имама нога 38 размера, а у ма'муна, допустим, 45 размера, даже, может, 46 размера. Соответственно, его нога длиннее. И он, допустим, вот имам один совершает, к примеру, он подошел прямо непосредственно к нему, стал, и у него, извините за такие подробности, у него, допустим, пальцы ног впереди, чем пальцы ног имама. Нарушается ли в этом случае? Обращается внимание на что? На пятку. Обращается внимание именно на пятку. Кто бывал в Мекке, в Медине, возможно, видели перед мечетью такая вот линия, черная, насколько помню, проведена. И там даже говорится о том, что вот впереди этой линии нельзя вставать, иначе намаз нарушается, потому что это уже линия имама. Он встает на этой линии. Ну, вот такие интересные особенности есть, поэтому необходимо знать, необходимо изучать. Следующее. Как мы с вами уже сказали об этом, но повторяется. Необходимо, чтобы молитва имама не была слабее молитвы ма'муна джамаата, коллектива. То если, например, имам совершает, допустим, нафиль намаз, к примеру, в месяц Рамадан, таравих намаз, подошел человек с опозданием, у него, соответственно, еще ночной намаз не совершен,
фард, и он просто стал за имамом и совершил. То есть, согласно ханафитскому мазхабу, это является нарушением. Это такой намаз не имама, а вот ма'муна. Он совершает фард намаз за имамом, который совершает сунну намаз. Вот его намаз, ма'муна, джамаата коллектива, является недействительным. Потому что молитва имама слабее, чем его молитва. Но шафииты были с этим не согласны. Поэтому, если вдруг вы в мечети увидите, что человек подошел и присоединился за имамом, который совершает таравих намаз, сунну намаз, а он совершает, допустим, фард намаз ночной, в этом случае мы можем с ним, в принципе, поговорить, узнать его мнение, знает ли он вообще об этом или не знает об этом, какого принципа, какого масхаба он придерживается, и можем объяснить, но без наездов. Дальше. Необходимо, чтобы молитвы имама и того, кто за ним следует, чтобы был один и тот же намаз. Один и тот же намаз. Если, например, представьте себе, допустим, картину. Человек находится дома, ждет гостей. Время намаза наступило, обеденного, к примеру, он совершил обеденный намаз. Обеденный намаз. Давайте все-таки после обеда, так понятнее будет. Наступило время после обеденного намаза аср, он его совершил, и тут пришли гости к нему, а гости, оказывается, еще не совершили этот намаз. И они стали совершать намаз, аср намаз, после обеденного намаз сегодняшнего дня. И человек вспоминает, у меня же пропущен зухр вчерашнего дня или сегодняшнего дня, давай-ка я за ними совершу. Нет. Согласно мнению ученых ханафитов, так не получится. Почему? Необходимо, чтобы их намаз был одним и тем же. Одним и тем же. И еще один аспект. Необходимо, чтобы человек... Здесь уже касается именно рядов. Принцип построения ряда таков. Имам, за имамом более знающие, более старшие. Даже согласно мнению ученых ханафитов, на первый ряд, если мест нет, на первый ряд детям лучше не вставать, если есть взрослые. Если же взрослых нет, дети спокойно также могут вставать на первый ряд. Потому что в данном случае в первом ряду больше вознаграждения, и это больше вознаграждения более достойны в данном случае взрослые люди, потому что на них уже возлагаются обязанности, а на детей еще не возлагается. Поэтому вот имам, мужчины взрослые, дети, мальчики, потом женщины, взрослые имеется в виду, потом уже девочки. Вот таким вот образом. Если, например, вот мужчины стали один ряд, женщины стали один ряд, и за ними стал мужчина, то вот его намаз недействителен, потому что он должен впереди женщин. Но обычно в мечети для женщин выделяют либо отдельный этаж, либо как-то выделяют этими занавесками. Таким образом, в принципе, не возникает таких сложностей. Но мы с вами на этом завершаем. У нас еще много слов по поводу коллективного намаза, еще много слов про другие аспекты. Поэтому давайте запастись терпением, изучать, писать, задавать вопросы. И пусть Аллах сделает полезными для нас эти уроки. Амин. Джазакумуллаху хайран. Субханакум хамдик. Ашхаду алла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.